Тяжелой остается и гуманитарная обстановка, ну а что касается транспортного сообщения между городами Донецкой и Луганской народных республик, то здесь ситуация, к счастью, налаживается. Сегодня, после объявленного перемирия, был отправлен первый автобусный рейс из Донецка в Луганск, и мы там присутствовали. Узнав о том, что сегодня из Донецка в Луганск отправляется первый после объявления перемирия пассажирский автобус, Валентина Петрякова, не раздумывая, собрала вещи и пришла на вокзал. Жить здесь, говорит пенсионерка, после того, как украинские силовики убили ее мужа и разбомбили дом, она больше не сможет. В столице ЛНР ее будет ждать сестра покойного супруга. Самой себя текаю. Потому что нигде не работы, ничего нет. Еду за хорошей жизнью. Думаете, там лучше? Не знаю. На перроне после объявления посадки не протолкнуться. Автобус проследует через Торез, Шахтерск, Снежной, Красный Луч. В общем, все те населенные пункты, которые находятся под контролем ополчения. Выехать в другие города и деревни через блокпосты украинских военных сейчас практически невозможно. Никого не пускают, только по этим самым. Надо пропуски. Так они там собирают документы эти и бумаги эти выжигают. В назначенный час экспресс тронулся. Мест всем не хватило. Те же, кто успел купить билеты, шутят. В тесноте да не в обиде. Это как раз тот случай, когда говорят, что автобус буквально резиновый. Мест нет ни сидячих, ни стоячих. И люди едут буквально друг у друга на головах. Но оно и понятно, после объявленного перемирия жители Донецка стараются навестить своих родственников, которые живут в других городах. На промежуточных станциях переполненный автобус пытаются втиснуться новые пассажиры. Тем, кому не удается, просят хотя бы передать родственникам посылки. Галина Соловьева со слезами на глазах умоляла взять для дочери с внуком, они живут в Луганске, авоську с картошкой. То немного, чем пенсионерка может помочь близким, отдавая последнее, что у нее есть. Вона вчора дзвонить: мамочка, и хлеба кусочек в доме нету, а ехать надо какой-то пропуск. А где мне тот пропуск взять? Где? Говорят, 700 рублей надо. А я пенсию еще не получила, заняла вот 100 рублей. Отказать старушке водитель, конечно, не смог. Говорит, сердце кровью обливается, когда видишь пусть чужое, но все-таки горе. Тем более, что довести все посылки теперь труда не составит. Путь безопасный, не то, что 2-3 недели назад, когда над автобусом в районе Луганска мины свистели. Ну и там шли боевые действия прямо по дороге. Во время проезда нашего автобуса шел бой. Ну, что, мы проскочили, естественно, дальше рассматривать некогда было. Надо было уезжать, потому что люди боятся уже каждого выстрела. На автовокзал Луганска экспресс пришел точно по расписанию и, главное, без происшествий. В ближайшее время из Донецка в столицу соседней Народной Республики откроют еще несколько рейсов. Некоторые из них будут проходить и через Дебальцево.